После Нового года установилась нормальная морозная погода. Минус 40. Сильно уже не погуляешь. Все в тумане, день морозный. Ну что, заметно потеплело. Пора заняться и снегоходом. Ну что, Новый год прошел, Рождество прошло, у нас потеплело, прилично. 40 градусов уже нету, минус, всего лишь минус 20. Поэтому готовимся к походам. Снега наваляло, будь здоров, поэтому, конечно, лыжи уширяем, это точно. Но морозец есть. Сквозь перчатки морозит. Уширители лыж поставил. Находясь под впечатлением, что мотособака имеет тенденцию иногда убегать. Блин, при заводке, мать моя, надеюсь, не сломал. Да, блин, не было печали. Тут точно не хотели. Газовый тросик замерз с этой водой. Ха-ха, рама погнулась. Вот блин. Ставлю аварийный выключатель. Причем ставлю так, чтобы он выдергивался, как правило, человек сзади остается, вот он, чтобы назад и выдергивался. Тут такой маленький нюанс. Старый выключатель хочу оставить, потому что в одно касание тумблер щелкнул, и он выключился. А кнопку, если нажал, палец убрал, горячий двигатель может и дальше работать. Снова включиться и уехать. Поэтому оставляю этот старый с тумблером и аварийный выключатель. При этом делаю последовательное соединение. То бишь один провод, который от старого идет, разрезал и к одному концу, и к другому. Новый ставлю аварийный выключатель. Холодновато, блин, пальцами работать. Ну, ладно, потерпим. Первая попытка поработать с этой изолентой китайской. У нас сейчас все Китай делает. Либералы, блин, в экономике вообще только нефть хотели продавать. Короче, китайские наверняка там морозы такие вряд ли бывают. Особенно там, где это делают, изобретают. При этом морозе начал закручивать, она хруст обломалась, как стекло. Поэтому отнес, отогрел на батарее. Батареи у нас нормальные. И под ночь сделаю. Оставлять не буду. Куда без изоляции? Надо же, холодным проводам плохо прилипает. Терпи. Потом она остынет. Соскакивать не будет. Делаю еще одну доработку. Вот этот рычаг газа, он замерз у меня, и мотособака у меня ускакала. Она прикреплена к корпусу двигателя двумя миллипитерными какими-то легкими пружинками. Хочу поставить пружинку, чтобы она вернула, так вернула. Что-то так и не сработало. Халтуру, что ли, мне подсунули? Опухнулся я с выключателем на мотособаку по одной простой причине. Увидел в рекламе выключатель, пускай даже аварийный. А стереотип-то дома, когда возишься с этим выключателем, там только на разрыв. Там на соединение нету. Блин. Кто знал, что тут мотособаки на соединение? Ладно, посмотрел. В любом процессе есть плюсы и минусы. Минус, конечно, лишнее чуть меньше 500 рублей. 476 рублей потратил. Это трата, минус. А плюс, две пружинки на чеку лучше, потому что аварийный выключатель и от точки заводки, где там назад дергать надо, достаточно далеко, и одна бы хреново дотягивалась. Пришлось бы руку вот так делать, вытягивать. А тут нормально все будет. Это плюс. Ну, на смыкание так смыкание. Систему зажигания замыкает на корпус, поэтому на свечу не попадает и глохнет.
Интересная, конечно, мысль. Сейчас я посмотрю, какой я там провод разрезал на размыкание. Второй провод я просто, может, на массу замкну. Ну, ладно. Кстати сказать, первый аварийный выключатель я покупал перед Новым годом на распродаже. А сейчас распродажи нет, но на 80 рублей дешевле купил. Стыки первого аварийного выключателя заизолировал на простую черную пластмассовую изоленту, теплую. Морозная сразу соскакивала с холодных проводов, а теплая капитально. Тут даже не отодрать, блин. Так, ладно, сейчас придется потрудиться. Вот здесь я в прошлый раз неудачно разрезал минусовой провод. Если плюс бы разрезал это самое, сейчас бы я его соединил, а это бы на корпус в любом месте, но вот здесь первый сорт бы соединилось. Так, придется оголить красный провод. И соединение будет параллельным. Так, это у нас красный провод, это плюсовой, черный на минус. Так, а здесь изоляцию мы не порежем, а сожгем. Давай. И вся любовь. Черный провод прицепили к зеленому. Будем считать, что это минусовой. Термоусадку-то сюда засунуть. Давай, усаживайся. Так, а красный провод к красному. Красный обычно считается плюсовым. При параллельном соединении, в принципе, что там включится, туда замкнет, что сюда включится, замкнет. И свеча, в принципе, по любому случаю не должна пойти на свечу. Ну что, осталось проверить, как ты работаешь. Ага. Так, снег придется почистить. Так, без перчаток холодновато, конечно. Ну что, давай. Сколько тебе тут стало? Хоба! Пойдет. Ну что, перед тем, как в походы пускаться, надо проверить или не надо. Одеваем на руку. ЧК одета. Ну что, ребята? Работает! Ну что, делаем вид, что я отстал по какой-то причине. От перехода. Нифига! Нифига, две штуки как протягиваются. Работает. Да. Это пружина. Две штуки далеко можно растянуть. Ладно, две штуки оставлю. Ну, подумаешь, лишние 2-3 метра отъедет. А две пружинки, в принципе, ничего. Там где-то мелькало, что вот эта пластмасса хреновая ломается у некоторых. Сломается, можно вторую использовать. Так, ладно. В принципе, приготовились к аварийным ситуациям. Надеюсь, больше скакать у меня не будет. Снегоходик к походам готов. Осталось лыжи сделать. Тоже с легкими приключениями, переходящие в тяжелые. Ладно, справимся. 5 часов. Январь кончается, а темнота полная. Давно уже стемнело. Короткие все дни. Ничего, в феврале потом подлиннее будут. Ольга Валентиновна, какие вы крутые девчата, ночью ходите, почти полночь. Мы не боимся волков. Не понял, не боитесь или боитесь? Боимся волков. Там следы такие страшные, глубокие и с когтями, но мы их не боимся. Насчет следов точно есть, да? Если следы есть, я фотоловушку поставлю.
Мы сперва думали, что это следы волка. Потом на третьем кругу мы подумали, что может это палки советских времен, которые с круглыми этими. Но с когтями. Так что, если тебе интересно, сходи, правда, мы уже все затоптали, наверное. Не, мы по одной лыжне ехали. Вот там вот на том краю. Да. Ночью интереснее ходить. Просто некогда днем, мы работаем. Днем некогда. Да, вы же рабочий класс, да. Извиняюсь, совсем забыл. Вдвоем очень даже ничего, хорошо. Ага, ясно. Однако. Низги не видно. Ну, фонари, правда, светят. Со своим фонариком. Однако.